Сплести браслет из бисера. Я начала плести браслет на удачу и любовь. Сыграть в якутские настольные. Сколько палочек удалось выловить? 2. Увидеть сокровища севера. Вот думаем, настоящий это слиток или нет. Я вам отвечу, это копия. Спасибо большое, а то мы уже почти соблазнились. Стенд Якутии – это сплав культуры, традиций и самых ярких достижений республики за последнюю пятилетку. Наша экспозиция проходит под темой Олонхо. Отсюда и Нюргун Ботур на входе, да не простой, а говорящий. И Ал-Лукмас, на ветвях которого каждый может повязать ленточку и загадать желание. Здоровья всем желаю, благополучия, чтобы наша Якутия развивалась. Знакомство с Якутией продолжается и внутри стенда. По одному касанию гости переходят к уникальным разработкам промышленности, строительства, медицины. По прикосновению к Алтан Сергея получают заряд энергии. Студент РУДН Никита Евсеев удивлен, что предметы выставки можно смело брать в руки. У него, например, дейбир. Очень необычная вещь. Первый раз такой вижу. Как вы думаете, для чего она? Нам уже рассказали. Это чтобы от комаров отмахиваться летом. В первый день работы стенда с Якутией познакомились 15 тысяч человек. Свои достижения на выставке представили и 88 других регионов страны. Главная цель – отправиться в путешествие по России, находясь в Москве. А еще показать всю мощь достижения и масштаб нашей страны. За пару часов выставку точно не обойти. Страна огромная, и не каждый бывает в Якутии, это очень далеко. И, конечно же, нам здесь, в сердце России, хочется показать, что мы близки к каждому и ждем вас в Якутии. Ближе Якутия станет и 12 ноября. На главной сцене ВДНХ пройдет День Республики. Так посетителям покажут обряд одевания невесты и алгыз. А узами брака друг друга свяжут якутяне Жанна Ксенофонтова и Владислав Федоров. Сама выставка России продлится полгода. Экспозиция регионов будет обновляться. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва.